Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана одобрил проекты новогоднего оформления Ашхабада. Туркменистан направит студентов на обучение в вузы Китая и Венгрии в 2025-2026 учебном году. В Тбилиси открылись Дни туркменского кино и другие новости. Туркменистан принимает практические меры по упрочению международного финансового рейтинга и авторитета, а также по наращиванию партнерства с соответствующими структурами, в частности с агентством Fitch Ratings. Как сообщалось в результате анализа, проведенного вышеназванной организацией, кредитный рейтинг Туркменистана в августе текущего года повысился. Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что ведется эффективная работа по укреплению международного финансового статуса страны, а также осуществляется сотрудничество с авторитетными рейтинговыми агентствами мира. На очередном заседании правительства вице-премьер Анна Мамедов доложила о подготовке в Ашхабаде к приближающемуся новогоднему празднику. Планируется украсить новогодние елки в культурных центрах столицы, парках отдыха, местах проведения культурных мероприятий, на проспектах, а также осуществить работы по праздничному оформлению главного города страны. Одобрив представленное предложение, глава Туркменистана распорядился принять соответствующие меры в этом направлении. В декабре в Ашхабаде пройдет выставка экспортных товаров Турецкой Республики, а также очередное заседание Туркмено-турецкого делового совета. В масштабном форуме ожидается участие свыше 70 разнопрофильных турецких компаний и ассоциаций. В основном будут представлены производители и экспортеры оборудования и технических устройств, систем управления микроклиматом, химических средств и стройматериалов, текстильных, продовольственных и бытовых товаров, фармацевтической продукции, а также логистические компании. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов одобрил предложение о направлении туркменских студентов на обучение в высшие учебные заведения Китая и Венгрии. Молодые люди будут обучаться по ряду приоритетных направлений, включая информационные технологии, медицину, педагогику и инженерные специальности. Данное решение было принято в ходе заседания правительства после представления отчета вице-премьером Ораз Дурдыевой. Глава государства подчеркнул важность подготовки высококвалифицированных специалистов для страны, отметив, что тысячи туркменских юношей и девушек уже получают образование в престижных зарубежных учебных заведениях. В Тбилиси открылись Дни туркменского кино, организованные посольством Туркменистана совместно с Киноакадемией Грузии. Мероприятие приурочено к 300-летию поэта Махтумкули Фраги. Открытие началось с показа фильма «Композитор» режиссера Максата Галыджева. В программе также представлены фильмы «Истерин» Арслана Ибердыева и «Красная кюрте» Сахасалыха Байрамова. В целях упорядочения цифрового наследия граждан Японии Национальный центр по защите прав потребителей рекомендует указывать логины и пароли от онлайн-аккаунтов в завещании. Включение логинов и паролей в завещание даст близким право отключать платные сервисы и закрывать неактуальные аккаунты после смерти владельца. По мнению экспертов Центра, такой подход имеет и экологический аспект. Удаление неиспользуемых учетных записей снижает нагрузку на дата-центры, что способствует уменьшению углеродного следа. Музыкальный стриминговый сервис Apple Music признал американскую певицу Билли Айлиш артистом года. 2024 год стал особенно успешным для исполнительницы. Ее третий студийный альбом «Hit Me Hard and Soft» произвел настоящий фурор, возглавив стриминговые чарты в 138 странах. Кроме того, композиция «What I Was Made For» для кинофильма «Барби» принесла Айлиш вторую статуэтку «Оскар» и 2 престижных приза «Грэмми». Туркменбашинский «Шагадам» одержал победу над балканабадским «Небичи» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Туркменистана по футболу. Встреча завершилась со счетом 4-3 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Муса Нурназаров. Еще по разу отличились Хадыргельды Аджанов и Бегмурат Арбатов. В другом матче дня футболисты Мерва обыграли ашхабадский Капитак. Забитыми мячами в составе победителей отметились Шохрат Овмадов и Сердар Анна Мамедов. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.